Руслан, пожалуйста, будем рады вас слышать. Здравствуйте, уважаемые участники форума. Рад всех вновь видеть. Это уже 7-й форум, который проходит. В первую очередь хочу выразить благодарность организаторам форума, лично Олегу Маголецкому, а также японским властям, которые предоставили нам здесь площадку. Мое выступление будет точно такое же, я его повторю. Я вчера это же выступление говорил депутатам парламента Японии. Думаю, что оно будет точно так же актуально и для всех, потому что я готовил его для всех. Ход истории невозможно изменить, остановить или обратить вспять. Есть исторические, объективные причины разрушения и гибели государств и даже целых цивилизаций. То же самое можно сказать и о России. Это недогосударство подошло к своему финалу, и его конец неминуем. Понимаю, что многие боятся изменений, перемен, возможно, катастрофических перемен, но они в любом случае произойдут. Россия – это империя классического типа, которая жила и расширялась за счет подавления и колонизации других народов и территорий. Многие народы, которые входили в состав этой империи, уже исчезли. Многие находятся на грани исчезновения, но многие еще можно спасти. Многие народы, находящиеся в составе России, имеют свою государственность, свои еще сохранившиеся языки, культуру и историческую память. Все они имеют право жить самостоятельно и независимо без указки из Москвы. Если цивилизованные страны мира ставят как высшую ценность именно права человека, то мы тоже люди, и у нас тоже есть свои права. Я башкир. Я являюсь частицей 2-миллионного башкирского народа, который имеет свою историческую территорию, которая уже много веков находится под гнетом Москвы. Мы много веков сопротивлялись, боролись, сражались за свою свободу. Но мир закрывал на это глаза, потому что они считали, что Россия должна жить такой, какая она сейчас существует, какая она сейчас есть. Сегодня все изменилось. Россия, напав на суверенную Украину и устроив там самый настоящий геноцид, потеряла свое человеческое лицо. И весь мир начал понимать, что это государство-монстр, которое никогда не откажется от завоевания, уничтожения, причинения много горя другим народам. И даже убрав Путина и его преступную команду, Россия не изменится. Даже если в Кремле сядет Навальный или Ходорковский, они ничего не изменят саму Россию, ее сущность. У этой хищнической империи всегда будут свои геополитические и стратегические интересы, которые обязательно приведут к войнам и жертвам. В этой стране болен сам народ, глубинный народ болен. Они готовы смириться с тем, что они живут в нищете, деспотии, но они это компенсируют величием страны, мнимым величием страны, ее размерами, ее огромной территорией, ее оружием, в том числе и ядерным. Они будут продолжать ненавидеть весь мир, бояться свободы и демократии. Как пример, всего 10 лет Россия пожила при Ельцине, когда по некоторым меркам в ней происходили демократические преобразования после 70 лет советского тоталитарного режима. Но за эти 10 лет Россия начала войну с Приднестровьем, с Абхазией, провела две чеченские войны. И в итоге народ вновь через 10 лет сам выбрал себе очередного диктатора Путина и из демократии сам перешел опять в тоталитарный режим. Трансформация происходила медленно, но неотвратимо. И даже когда Россия... И в итоге народ вновь стал такой, какой он был буквально еще при Советском Союзе. Даже сейчас, когда Россия проиграет войну в Украине, она ее обязательно проиграет, она не изменится. Ее невозможно изменить ни Евросоюзу, ни Америке, ни всему миру. Единственное, что можно сделать, чтобы остановить эту нескончаемую агрессию по отношению к другим народам и всему миру, это разделить Россию на десятки независимых государств и лечить ее народ, как лечили германский народ после фашизма.
Не только Башкортостан, Ичкерия, Татарстан, Бурятия, Калмыкия и другие национальные республики должны стать независимыми, но и регионы России должны сами решать свою судьбу независимо от Москвы. Как когда-то бывшие колонии Британской империи, такие как США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия, получили свободу, так и Уральская республика, Сибирские штаты, Дальневосточная республика, Ингрия, Кубань, Смоляндия и многие другие новые государства после России имеют право получить независимость. Территории, которые были незаконно и несправедливо захвачены у других стран, такие как Крым и Донбасс у Украины, Курильские острова у Японии, Кёнигсберг у Германии, должны быть возвращены прежним владельцам. Чтобы распад России не превратился в хаос и анархию, страны G20 должны взять на себя ответственность за контроль над процессом дезинтеграции России и поделить страну на сферы влияния. Только в этом случае не будет применения ядерного оружия, так как Москва не будет применять его по своим же отделившимся территориям. Не будут и местные власти новых образовавшихся государств угрожать кому-то ядерным оружием, так как они будут в первую очередь озабочены признанием со стороны ООН и ее независимости, снятие санкций, налаживание новых экономических связей, получение кредитов, ну и так далее. И независимое государство Башкортостан точно так же будет стремиться к миру со всем миром, демократическим переменам и свободе личности. Но и все это должно быть, я повторяю, под строгим контролем международной коалиции. Возвращаясь к своим первоначальным тезисам, я хочу сказать, что за последние 30 лет на карте мира появилось 37 новых государств. И мир от этого не стал хуже. Наоборот, только обогатился. Точно так же мир только выиграет от того, что на планете появится еще несколько десятков независимых демократических государств. Надо только мировым странам отойти от идеи спасти империю под названием Россия и начать помогать тем национальным и регионалистическим движениям, которые борются за свою независимость. Мысль о сохранении целой и единой России – это большая ошибка, которая обязательно принесет в будущем еще много крови, горя, страданий миллионам людям. Заканчивая, я хочу сказать, что башкиры хотят и должны жить самостоятельно, а наша республика Башкортостан должна сама, независимо ни от кого, определять свою государственную политику, как экономическую, так и государственную, еще раз, да, повторяю. А не так, как хочет это делать Москва, как это видит Москва. Время империи давно прошло. Наша республика Башкортостан, наш башкирский народ за всю свою... Почему я хочу объяснить, почему мы не верим Москве? Мы, башкиры, 3 раза свою историю, а находимся мы в составе этой империи уже почти 500 лет, 3 раза подписывали договор. Сперва с Иваном Грозным башкирские рода подписали племена. Второй раз наш лидер национального движения начала 20 века Ахмед Заки Валиди подписал с Лениным договор. И буквально в начале, в 90-х годах, наш первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов подписал с Ельциным договор. Все 3 раза эти договоры были нарушены в одностороннем порядке со стороны Москвы. Поэтому какой смысл нам наступать в очередной раз на одни и те же грабли, чтобы в 4-й раз их нарушили, эти договора? Мы не верим Москве абсолютно, больше не верим. И понимаем, что она в очередной раз, сейчас, когда она будет слабая, она будет нам обещать все, что угодно, отсыпать нам суверенитета, автономии и так далее. Сколько сможет, она столько пообещает. Как Ельцин когда-то обещал, берите суверенитет, сколько сможете проглотить. Но как только она вновь станет сильной, наберет свою силу, она вновь все у нас заберет. Нет никаких гарантий, что после Ходорковского или после Навального не придет Путин 2. Поэтому мы не верим, и мы сейчас считаем, что у нас последняя возможность сохраниться как народ, потому что ассимиляция идет усиленными темпами в этот мир глобализации. И у нас последняя возможность действительно сохраниться как народ – это только независимость. Вот сейчас открывается окно возможностей, и нам это окно возможностей нельзя упустить. Спасибо большое.